Всем привет! Сегодня мы с вами разберем суру Аш-Шарх. Это, знаете ли, одна из самых обнадеживающих глав в Коране, которая говорит о том, как можно найти свет и облегчение даже в самые-самые темные времена. Наверное, каждому знакомо это чувство, правда? Такая тяжесть на груди, будто что-то сжимает изнутри. Трудно дышать, трудно объяснить. Так вот, именно это универсальное чувство стресса, тревоги и есть та самая отправная точка для понимания этой суры. И само название суры, шарх, это буквально раскрытие груди. Это центральная идея. Речь не просто об облегчении, а об ощущении освобождения. Это обещание божественного вмешательства, которое способно разорвать оковы отчаяния. Но что ж, чтобы понять решение, нужно сперва разобраться в проблеме. Давайте посмотрим, с каким невероятным, просто невыносимым бременем столкнулся пророк Мухаммед в самом начале своей миссии. Вот просто представьте себе весы. На одной чаше его безупречная репутация, а-ля Мин, тот, кому все доверяют, а на другую падает просто колоссальная тяжесть божественного откровения. И эта чаша, конечно, перевешивает все. Это ведь о чем говорит? О том, что даже самый достойный человек может быть буквально сокрушен под грузом великой ответственности. И вот эти слова «укрой меня», это же не просто просьба. Это крик души. Он показывает всю глубину его первоначального потрясения, его страха. Это невероятно человеческий момент, который подчеркивает, насколько тяжелым было это бремя. И как будто внутреннего смятения было мало, так тут еще и это пророчество. «Твой народ изгонит тебя». Только вдумайтесь, это не просто предупреждение. Это предзнаменование грядущего тотального одиночества, изгнания. Его ноша стала еще тяжелее. Так как можно было снять эту невыносимую тяжесть? Сура дает совершенно ясный ответ. Она описывает 3 последовательных божественных действия, которые принесли не просто облегчение, а настоящую силу. Эти 3 шага — это, по сути, дорожная карта к освобождению. Смотрите. Сначала внутреннее преображение, затем снятие внешнего бремени и, наконец, возвышение статуса. Давайте-ка разберем каждый из этих шагов поподробнее. И вот что особенно и интересное в этом первом шаге, он произошел 2 совершенно разными способами. И духовно, и физически. Понимаете, это не просто какая-то аллегория. Слова сподвижника, который своими глазами видел след на груди пророка, придают этой истории физическую реальность. Ангелы, согласно преданию, буквально раскрывают его грудь, очищают сердце и удаляют сам источник зла и сомнений. Это просто поразительно. Дальше второй шаг — снятие ноши. Этот груз, который, как сказано, отягощал спину, это, конечно, метафора всех прошлых и даже будущих ошибок. Получив прощение, пророк был освобожден от этой психологической тяжести, которая, в общем-то, любому человеку мешает двигаться вперед с уверенностью. И, наконец, третье действие. Его имя было возвышено. С этого момента оно звучит рядом с именем Бога в свидетельстве веры. Его провозглашают с минаретов по всему миру 5 раз в день. Так его статус поднялся с проповедника для своего народа до посланника, которого почитают во всем мире. Теперь мы подходим к самому сердцу суры, к аятам, которые содержат, возможно, одно из самых мощных и универсальных обещаний надежды во всем Коране. Послушайте внимательно. Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. Обратите внимание, здесь не сказано «после тягости». В арабском оригинале используется предлог, который означает «вместе с ней». Трудность и облегчение неразрывно связаны. И чтобы ни у кого не осталось ни капли сомнения, этот аят повторяется тут же слово в слово. Зачем? Чтобы подчеркнуть, вот она главная мысль, это центральное послание всей главы. А теперь самое поразительное. Вся глубина этого обещания скрыта в одной тонкой грамматической детали, которая меняет абсолютно все. Слово «тягость» стоит с определенным артиклем, то есть речь идет об одной и той же конкретной трудности. А вот слово «облегчение» без артикля, что означает, что каждый раз это новое, другое облегчение. Что же это значит на практике? А то, что на одну и ту же трудность Бог обещает 2 разных вида облегчения. По сути, это божественная гарантия. Это почти математика. Облегчение всегда будет превосходить по силе любое испытание. Надежда, так сказать, всегда в численном большинстве. И это полностью меняет восприятие трудностей. Любая проблема — это не тупик. Это скорее как сухая, потрескавшаяся земля, которая уже содержит в себе семена будущего роста. Облегчение не где-то там, за горизонтом, оно уже здесь, внутри самой проблемы. Но ссора не заканчивается просто обещанием облегчения, нет.
Она дает четкий план действий. А что, собственно, делать с этим облегчением? И вот он, финальный призыв. Облегчение — это не повод расслабиться и ничего не делать. Совсем наоборот, это дар, который освобождает нашу энергию, и как только одна задача выполнена, нужно сразу же, без промедления, направить эту освободившуюся энергию на служение и поклонение, устремив все свои помыслы к Господу. И все это оставляет нас с одним очень важным вопросом, над которым стоит подумать. Если облегчение действительно всегда присутствует внутри наших трудностей, то как нам научиться его видеть?